Испытано на себе. Слово «такси» пришло в наш обиход от сокращенного французского «таксометр», что переводится как «счетчик цены». Первые таксомоторные компании в России были зарегистрированы на рубеже позапрошлого и прошлых веков. И вот спустя чуть больше века наша современная жизнь уже не представляется без транспортной услуги такси. Всем привет, друзья! Это программа «Испытано на себе». И сегодня мы поговорим о работе современного такси. А начнем наше знакомство с такси «Любимое». Достаточно информативно. Ну а почему такси «Любимое»? Потому что одна из удачных компаний, которая прежде всего заботится о безопасности своих пассажиров, очень серьезно подходит к моменту именно транспортных перевозок. И еще один немаловажный фактор, потому что я лично знаком с владельцем этой компании. Женя, привет! Привет тебе. Прошу любить и жаловать, Евгений Шумаков, владелец компании. Жень, ну, хотел с тобой поговорить, да, как ты пришел к этому, чтобы вот приобрести компанию или организовать компанию такси, с чего все начиналось, какие, может быть, трудности были у тебя там, и к чему вы пришли, чем уже есть чем гордиться? Ну, гордиться, конечно, есть чем, да, но в принципе решение не было принято. Я никогда не думал, что буду заниматься именно такси. Мы ее купили, получается, 3 года назад. Вообще фирма была основана в 2001 году Анискиным Сергеем Владимировичем. То есть эта фирма была одна из первых. То есть она довольно-таки старая. То есть ей уже на данный момент 20 лет. Управлял он ей довольно-таки хорошо, но в связи с какими-то обстоятельствами, я не знаю, да, может личными, еще какими-то, он решил выставить на продажу свою фирму. Это было 3 года назад. Ну, мне стало интересно, то есть вообще в принципе, потому что на самом деле, то есть я видел в фирме в этой огромный потенциал, можно так сказать. Ну и понимал, что Сергей на данный момент испытывает финансовые трудности, что, ну не знаю, конечно, что там случилось. Ну вот мы решили, то есть приобрести ее. Желающих было на тот момент очень довольно-таки много. Это Самурская область, здесь по месту. Ну, зная Сергея Владимировича давно, да, у нас хорошие дружеские с ним отношения, то есть покупателем этой фирмы выступил я. На тот момент уже фирма была, как бы, знаете, в предбанкротном состоянии, потому что там уже зарплата не выплачивалась около 3 месяцев, оборудование устарело. Те машины, которые были куплены им, то есть лично там около 2 или 3, то есть они уже тоже, ну, подизносились, можно так сказать, потому что работа в такси, ну, как бы износ машины очень быстро. То есть компания же требовала вложений немалых, да? Да, немалых. Офис находился у них, получается, арендованный, это общага. То есть я увидел, в каком плачевном состоянии, но увидел потенциал этой фирмы. Принял решение, то есть приобрести ее, ну и чему-то новому, можно сказать, научиться для себя. В конечном итоге мы что сделали? Полностью решили поменять подход, то есть к этой работе. Мы закупили большое количество транспорта личного. То есть собственный таксомоторный парк у вас? Да, конечно. И в конечном итоге дополнительно мы решили, то есть организовать свое, то есть открыть СТО полноценное. Это ремонтный цех СТО, шиномонтаж, где мы могли бы, то есть переобувать по сезону машины наши. То есть свои машины, свое СТО обслуживаются специально, да? Конечно, конечно. То есть и покрасочный цех. То есть полноценное СТО на самом деле. Я думаю, сегодня еще покажем, пройдем туда, да? Покажем. Да, конечно. Ну и в конечном итоге вложили еще деньги немалые. То есть это в переоборудование полностью покупали, новые программное обеспечение, новое оборудование, все. Ну и плюс еще взяли, купили, то есть приобрели, можно так сказать, офис. То есть я считаю, это был правильный шаг с нашей стороны, потому что основную часть нашей жизни мы проводим на работе в любом случае. То есть мне хотелось создать здесь уют и комфорт для наших сотрудников. То есть это для диспетчеров непосредственно, для водителей, которые к нам приходят, то есть трудоустраиваться на работу, да, чтобы они могли в любой момент прийти, попить кофе, встретиться с руководителем непосредственно, да, то есть
переговорить о чем-то, сказать о своих каких-то замечаниях по работе, потому что вопросов возникает довольно-таки много на данный момент. За 4 года, я вам так скажу, вот владением этим такси, благодаря вот этим нашим действиям, то есть мы увеличили заявки в 4 раза. То есть это на самом деле есть Серьезная работа, да. есть чем гордиться, да, и как бы это очень хорошие показатели на самом деле. То есть, когда купили свой транспорт, да, трудоустроили водителей и вообще в принципе начали заниматься этим, то есть у нас началось увеличение машин, да, выхода на смену. Сейчас у нас выходит на смену более 100 машин. То есть, соответственно, обработка, то есть перевозка под наших пассажиров, то есть она осуществляется более быстро, да, как бы есть, конечно, свои нюансы, но все-таки мы над ними работаем, можно так сказать. Мы приложили все усилия на самом деле, чтобы показать качественную работу. То есть к нам приходят неоднократно клиенты наши, то есть, которые благодарят на самом деле, то есть, нас за перевозки и за то, что в конечном итоге наши водители, то есть, они довольно-таки приветливые люди. Я на самом деле, то есть, у нас как вот заведено, то есть, каждый клиент, который звонит, у нас диспетчера с ним знакомятся лично, чтобы потом забить в программу, да, его имя, отчество, например, или как он желает, то есть просто имя, обращались в дальнейшем к нему по имени. Я так скажу, что мы очень сильно постарались, я считаю, мы за вот эти года, то есть приложили очень большие усилия для того, чтобы на самом деле поднять планку, то есть в работе в сфере такси. Потому что это вот честно, мне как обывателю, простому пассажиру, да, это заметно и видно, почему как бы выбор пал-то и на вашу компанию, не потому что как бы мы лично знакомы, то есть, а потому что реально как бы видно по городу, что вы предоставляете довольно качественную услугу. И видно, что и вы заботитесь о пассажирах, о безопасности. Вот мне и сегодня хотелось бы еще, кстати, вот показать друзьям, насколько идет грамотный отбор водителей, как живет изнутри, вообще, что такое профессия такси и как сегодня устроены компании. Пойдемте, я вас ознакомлю с офисом с нашим. Жень, скажи мне, пожалуйста, что это за история с Сергеем Евгеньевичем? Что-то наслышано? Знаете, что интересно, такой случай произошел. Я приехал на офис, девушки наши, то есть, сказали о том, что к нам прибился котенок. То есть маленький котенок, черненький такой. На что я сказал, то есть давайте возьмем, то есть упрашивали меня, говорю, ребята, как бы котенок есть котенок, все равно это офис, это все равно люди приходят. Может быть, какие-то проблемы будут, рвать начнет что-то, гадить или еще что-то. То есть, знаете, я говорю, посмотрим, завтра, если останется, то, возможно, возьмем. Я не успел доехать до дома, мне звонят мои диспетчера и говорят о том, что, вы знаете, мы его оставили. Я говорю, как? Говорит, пришла женщина в слезах, говорит, а его на улице уже дерут. То есть, собаки рвут. И все, так он к нам и прибился, вы знаете, довольно-таки интеллигентный кот. Назвал я его, как ни странно, Сергей. То есть ничего не дерет, проблем нам не создает вообще никаких. То есть очень всеми любимый. То есть я могу сказать, что это один из основных наших теперь сотрудников. То есть на самом деле его уважают очень все. То есть я вас познакомлю с ним потом. То есть вы увидите на самом деле, какой это интеллигентный кот, можно так сказать. То есть посмотрите, познакомлю. Смотри, какое все вот здесь одна из комнат, да, это у нас небольшая такая кухня, где непосредственно, то есть наши диспетчера, водители могут налить себе кофе, разогреть себе поесть. То есть здесь же холодильник у нас, где хранится еда, здесь посуда, которая также используется потом в приготовлении или то есть в разогреве пищи. Да? То есть водитель, я тебя правильно понял, водитель может прийти сюда спокойно, свою трудовую, разогреть, все спокойно. Это так и происходит. У него не высчитывают зарплаты никаких отчислений за это. Конечно. Смотрите, вот это у нас кабинет руководителя Руслана Владимировича. То есть это вот один из водителей, наверное, скорее всего. Здравствуйте. Пришел трудоустраиваться. То есть здесь вот место руководителя, а здесь непосредственно, то есть может прийти. То есть у нас есть еще помощник руководителя. То есть это очень важно на самом деле, когда Руслан Владимирович куда-то уезжает, потому что у нас именно руководителем осуществляется недельный осмотр автомобилей. То есть как бы есть доверие к механикам, но все же лучше, когда лично Руслан Владимирович, то есть проводит проверку. То есть это косметическая
состояние, ну и плюс техническое, то есть как они, то есть машины, то есть он сам сядет, прокатится, посмотрит, ну и все. Вот очень информативная, да, вот это. Что немаловажно, панель. это можно назвать стенд информационный, но все-таки я считаю, что это уголок водителя, где он может в принципе ознакомиться, то есть с требованием к водителям, да, здесь, например, опрятный вид, отличное техническое состояние автомобиля, чистый салон, коммуникабельность, желание зарабатывать, стаж вождения более 5 лет. Здесь, что еще немаловажно, то есть, вот смотрите, здесь телефон руководителя, то есть он с ним может связаться еще и по номеру телефона. Ну да, в случае каких-то Также вопросов, да. здесь присутствуют номера наших механиков, которые непосредственно производят ремонт машин. То есть у нас они в любой момент могут позвонить, где-то если проблема какая-то случилась на дороге, известить об этом, механик тут же приезжает, осматривает автомобиль и решает эту проблему. Вот у нас комната... Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Вот у нас комната именно диспетчеров, где непосредственно ведется одна из основных работ. Это работа диспетчеров непосредственно с нашими клиентами. Неважно, как с вами не говорил клиент, вы должны не терять лицо фирмы. То есть вы должны разговаривать с ним на «вы» с уважением, то есть и не допускать каких-то грубых фраз или каких-то оскорблений на личности, ни в коем случае не переходить. Железные нервы и задатки Да, каких-то да, психолога да. все равно должны быть, да? Здесь открыто окно, у нас, чтобы был у нас свет, да, как бы в любом случае. Ну, атмосфера, да, чтобы такая. Смотрите, здесь мы видим правила офиса, да, где мы прописали, то есть что небольшие требования, можно так сказать. Я хотел вам еще представить нашего самого главного, то есть сотрудника. Смотрите. Это вот этот вот легендарный, который наслышанный. Это вот Сережа наш. То есть многоуважаемый кот. Смотрите. Привет! Да, здесь у него сердечко такое. Смотрите, Сергей. И на обратной стороне мой номер телефона. Он у нас весна, когда начинается, он у нас хочет куда-то убежать. То есть и на всякий случай, как бы, то есть видите, какой он Спокойный. хороший. Да. Дома. Очень интеллигентный кот на самом деле. То есть мы его все любим, то есть и уважаем. То есть как основного, можно сказать, важного очень сотрудника. Его очень любят водители, то есть его подкармливают вечно, хотя я запрещаю, потому что, ну, как бы, всякое может быть, кто-то что-то там не досмотрел, не предусмотрел. В отличие, скажем, от какого-то приложения простого, да, как бы, вот здесь, как я так понимаю, вот с своих же слов, да, у вас все равно какое-то чувство команды есть, да, водители между собой общаются, все между собой. Мы являемся полноценным такси. Полноценным это что значит? Это не просто диспетчерская служба, да, это как механизм, то есть я так скажу, потому что здесь и как свои личные транспорт, свой личный транспорт, свои механики, свое СТО, то есть здесь это, то есть целый механизм. И чтобы работать, да, очень важно знать, кто тебя везет. Мы каждую заявку можем отследить. Если происходит какая-то потеря, да, личных вещей, например, оставили у водителя, они все сдают вещи сюда. То есть неоднократно было такое, что даже документы оставляли, телефоны, дорогостоящие какие-то планшеты, все приносится сюда, и люди очень благодарны, да, то есть что им вернули их личную вещь. Да. И в конечном итоге, то есть в каких-то там приложениях, я так скажу, ты не знаешь, что тебя везет, и ответственности никто за это не несет. А мы как фирма, да, мы можем отследить, и мы несем ответственность за это все. То есть И за репутацию, да? конечно, это очень важно на самом деле. Даже если происходит какой-то конфликт с пассажиром или еще что-то, то есть Руслан Владимирович лично звонит, то есть этому клиенту, и приносит ему свои извинения. Неважно, даже если клиент сам не прав, где-то сам погорячился, потому что в силу нашей обыденности, да, то есть мы можем сказать, что настроение может колебаться по-разному, да, и клиент может сам быть вне настроения, где-то нагрубить или где-то нахамить. Ну вот я передаю вам Руслану Владимировичу, он вас со всем ознакомит в дальнейшем, то есть это, наверное, он свозит вас и на СТО, познакомить с нашими механиками, которые непосредственно производят ремонт, ну и покажет, то есть как бы специфику нашей работы изнутри. Да, Я был рад тебя видеть. Да, взаимно, Жень. Давай, Спасибо до большое. свидания. Да. Испытано на себе. Работали в каком-то? Да, ладно, 3 года. 3 года.
То есть знание города у вас есть? Да, Хорошее знание города? хорошая, на 98%. То есть не получится так, что, смотрите, как правило, люди утром очень спешат, у них время ограничено. Поэтому, как бы, чтобы не получилось такого, что вы взяли заявку, приехали на адрес. Что, стаж у вас какой? 35 лет. Угу. Ну все, хорошо, давайте телефон, тогда будем оформляться. Для вас доступно 2 часа, 6 часов, 12 и 18 часов. Вот. Пополняйте в терминалах, которые я вам назначил. Нажимаете «Начать смену». И все. Ну, и и всё, выходите. дальше Да. я понял. Заявки распределяются в зависимости от геолокации. Геолокация обязательно должна у вас быть включена. Также должен быть обязательно интернет. Основные требования для трудоустройства в нашу службу такси изначально техническое и косметическое состояние автомобиля, опрятный салон. Основное, что немаловажно и что самое основное, это водительский стаж. Водительский стаж должен быть не менее 5 лет, потому как безопасность самое главное в нашей работе. Также знание города должно соответствовать, коммуникабельность, опрятность самого водителя, общительный должен быть как бы человек. Ну, это вот, получается, вы при собеседовании какой-то портрет рисуете, да? Или... При собеседовании у нас как получается? Водитель приходит, заполняет анкету. То есть мы ознакомимся с анкетой, потом приглашаем уже его лично. И при общении, то есть как бы у нас вырисовывается психологический портрет данного кандидата. Соответственно, из этого мы уже делаем выводы. Берем мы данного водителя, либо отказываем. Ну, то есть вот сейчас у нас получается в нашем современном мире, да, это уже ты не просто должен быть профессиональным водителем, а еще какие-то навыки, наверное, психологии, да, что ли? Ну да. Человек должен быть общителен, потому как он встречается с разного рода людьми. У каждого пассажира свои какие-то там проблемы, какие-то трудности. Естественно, когда водитель на позитиве, соответственно, он этот позитив и пассажиру как бы внедряет. Разряжает Да. И человек потом как бы с хорошим настроением, потому что неоднократно были такие случаи, что звонят и говорят, просят выразить благодарность там такому-то водителю, что поддержал, что было плохое настроение, он как бы настроение улучшил, там, и что сейчас человек с утра ехал, и теперь весь день у него как бы удался. Добрый день. Хорошо, ждать машинка назначится, перезвоним. Всего доброго. Руслан, добрый день. Добрый день, Красиво. Ага, одеваем наушники. Ребят, сейчас попробуем себя в роли диспетчера. Что это такое? Так. Так, Так, выключаем. Так. А какая фраза должна отвечать? Вот звонок поступает, я что должен говорить? Добрый день, обращайтесь. Добрый день. Да, они называют адрес, ты говоришь, что скажите, пожалуйста, как я вам могу обращаться к вам по имени, это если новый клиент. Все, он говорит, там, говоришь, очень приятно, например, там, Валентина или кто-то, Василий, там, или кто-то, неважно. И все, ожидайте назначения автомобиля. Правильно? Вы вам перезвонили, да? Вот смотрите, у вас будет звонок, вы нажмете F1. У вас вылезет вот такая карточка. В некоторых карточках, видите, Уже имя имя. прописано, Ага, да. Вы Ольга. говорите «Добрый день», Ольга. Надо? Если уже все, написано. она вам говорит адрес. Если есть адрес вот тут в истории, вы 2 раза кликаете, он у вас вот здесь высвечиваетесь. Вы ей говорите: минутку подождите, мы вам перезвоним. Нажимаете ОК, карточка закрывается, все. Ждем, пока машина встанет на заявку. Все. Телефона, которая Добрый день, Екатерина. минутку перезвонила. Пару минуток ожидайте, пожалуйста. Машина назначится, мы вам перезвоним. Фух, как будто на сцену вышел, друзья. Очень волнительно. Спасибо, девчата. Вот такая программа у нас. Это все компьютеризировано. Получается, вот адрес вы набрали, и он отправляется автоматически туда, на ближайшую по геолокации машины, да? Ближайшая машина забирает заявку и все, ставит время водитель. Волнительно, конечно, сложно для вас работать это? Или уже привыкли? Ну, уже привыкли, конечно. Да, добрых очень много.
Мне это очень нравится, когда они с нами так разговаривают. То есть сразу видно, слышно по голосу, как они говорят. Потом, если водитель задерживается, они спокойно отвечают, спрашивают: девушка, а где наша машинка? Мы им просто говорим: задержался на светофоре, сейчас подъедет, извините, пожалуйста. Говорят: все хорошо, всего доброго. Сколько смена длится у вас? Смена длится 8 часов. Ну, попробуй себя в качестве диспетчера. Теперь попробуй еще разок. Сюда и в роли водителя такси. Всего доброго. Ну, вот эта машина не очень тоже. А что не очень-то? Я видел много видюх. Как пришла идея о создании своей технической станции? Потому что в первую очередь мы заботимся о безопасности наших пассажиров, что это самое важное для нас и главное. Поэтому, когда мы приобрели свой автопарк, соответственно, решили сразу же обзавестись СТО. Вот, пожалуйста, вот наше СТО, вот Юрий, наш механик, занимается 6 дней в неделю. Они работают у нас, выходной 1 день в неделю у них. То есть постоянно производится осмотр, ремонт всех узлов и агрегатов, замена двигателей, замена коробок. То есть ребята занимаются полностью, всю делают работу. Ну, я так понимаю, вот эта машина, она сейчас пойдет на линию, да? Есть какие-то замечания по ней? Не, нету замечаний. Она технически исправна. Ну, а вообще вот в автопарке какие-то такие серьезные поломки случались? Ну, серьезный только. Ремонт двигателя, ремонт коробки. Все это на месте делается, да? Все это, да, делается здесь. Вот все ребята занимаются, полностью все ремонтируют. От А до Я, так сказать. Ну, Руслан, еще такой момент, а как это все восприняли водители? Ну, водители эти восприняли крайне, конечно. Они крайне довольны. Они могут приехать. Также, видите, здесь у Юрия есть автомат, стоит у нас кофейный. Можно попить кофе, также присесть у них здесь, можно поговорить, пообщаться. Ну, то есть не только в офисе, но также и на СТО. Могут они провести время, как-то пообщаться, также с Юрием, там, обговорить какие-то моменты, там, все замечания по поводу там, технического состояния автомобиля. Ну, также мы с ним это обсуждаем ежедневно, потому что встречаемся каждый день, как бы там ни было. Уже после офиса, да, и здесь на СТО, я понимаю, это уже некая фишка ваша, да? Кофейные автоматы везде. Да, чтобы как бы люди, да, у них было время где-то, кофе, пообщаться. Во время все равно бывает такое время, что заявки как бы идут на спад. Соответственно, они где-то могут встретиться, постоять, поговорить, там, обговорить какие-то свои моменты, там, касаемо автомобилей, там, что-то там. Ну, у них есть о чем поговорить, в общем, тем более с механиком. Ну, теперь, наверное, непосредственно к основному, да, задаче. Получится у нас немножко по заявкам прокатиться и рассказать? Конечно, получится. Давайте проедем. Испытано на себе. Как вот формируются заявки, что за приложения там, ну, вот на чем стоят? А то многие до сих пор считают, что, знаешь, как это все распределяет. Да, считают, что это диспетчер сидит вручную и раскидывает заявки. Приложение у нас называется Таксимастер, у водителя приложение называется Тайм-драйвер. Вот оно выглядит вот таким вот образом. Вот зелененькая машинка, Тайм-драйвер, вот это вот оно. Вот нажимаем. То есть, по сути, на любой гаджет она Да, любой гаджет, да, будь то телефон, будь то планшет. Вот, сейчас у нас состояние стоит, вышел из машины. Вот висят заявки, это висячие заказы. Вот, видите? Вот. Если мы оставим сейчас статус «свободен», соответственно, заявки полетят нам. Близлежащие, вот, прилетело. То есть, получается, водитель сам выбирает, да? Да. Водитель выбирает сам. Ему прилетают заявки в зависимости от его геолокации. Вот. Видите, нам планета прилетела, потому что мы близлежащие находимся здесь. Вот я и нажму «Отказаться». Все, она улетела в статус висячих заказов. Вот опять, «Дружба народов 23». Если эту заявку, да, все ближайшие летят в первую очередь мне. Если я эту заявку хочу взять, я нажимаю минуту и устанавливаю время, за которое я доеду до адреса. Ну вот я так понимаю, и сам сколько сталкивался, постоянно как бы стандартное время 3 минуты пишется, да? Ну, 3 минуты это по умолчанию, вот у нас здесь даже написано, здесь в программе также. Но у нас у водителей ездит от 1 до 5 минут вообще в нашем городе. Это с учетом перекрестков? С учетом перекрестков, да, 5 минут это максимум по городу, этого достаточно вполне для того, чтобы добраться до адреса. Тем более заявки летят близлежащие, которые находятся в радиусе там, я не знаю, там... Квартала, да? Да, где-то так приблизительно.
Если дальняя, там, ну, за 5 минут все равно до Чаровчик, к примеру, он также доедет. Вот видите, заявок какое количество. То есть, получается, идет звонок на, скажем, колл-центр диспетчерскую, да, Да, диспетчера. диспетчер забивает этот заказ в компьютер, в программу, и все, она выкидывается в общее поле. И, соответственно, программа уже распределяет в зависимости от местонахождения водителя. Вот видите, все летят и летят. А мне говорили, в воскресенье спокойный день, хотели поснимать, оттуда заявки, Как смотри, показало, сыпят. нет. Как показывает, что нет. Вот таким вот образом работает программа. То есть распределяет это не диспетчер, а распределяет программа. Потому как некоторые люди по сей день думают, что диспетчер сидит, сам вручную распределяет это все. Кому быстрее, кому кто нравится, кто не нравится, да? Просто есть же у нас группа в WhatsApp, в которой вызывают люди машины. И иногда там бывает такая полемика у них возникает, что вот я там вызвал раньше, или я вызывала раньше, а вы дали уже этому человеку. Ну, то есть, вот чтобы людям было понятно, это работает вот таким вот образом. То есть водитель сам выбирает ту заявку, которую он берет, до которой он поедет или не поедет. Как бы обязать мы его тоже не можем. Смотрите, что еще хотел сказать. Вот, да. Только в нашей службе такси есть терминалы по безналичной оплате. Вот. Сбербанковские терминалы, которые как бы пользуются спросом у людей. Да я вот сам, честно, очень много, потому что все сбережения на картах находятся, это очень удобно по карте. Да. Не нужно ехать, как раньше, это нужно было поехать в банк, снять деньги, потом заплатить водителю и поехать уже туда, куда тебе нужно. Сейчас это все делается как бы быстро и комфортно. Хорошо. Ну, друзья, вот пришел тот момент истины, да. Попробуем в роли такси. И, в принципе, есть уже первый мой в жизни пассажир. Вернее, пассажирка, как я понял. Ну что, едем на адрес. Так, пристегнуться. Едем, друзья, на первую заявку Амосова 2/1. Тоже повезло, потому что я в этом районе жил когда-то в 6/1. Знаю, что это пятиэтажка, выше на следующая 4/1, вторая 2/1, чуть выше. Поэтому я все переживал, что не все, к сожалению, сколько уже давно здесь живу, но все равно вот этими номера домов с дробями не всегда помню четко. Так-то визуально знаю. Так, вот он 2/1, первый подъезд. Ну что, друзья, приехали на первую заявку, первый адрес, первый пассажир. Ленина 6, магазин драгоценностей Якутии. Хорошо. Вы не пугайтесь, у нас проходят съемки. Опыт вождения у меня есть, но вы знаете, вы мой первый в жизни пассажир. У нас проект испытан на себе, мы снимаем на канале Якутия 24. И вот сегодня испытываем профессию таксиста. Я участвую в эксперименте. Своего рода, да. Поэтому не пугайтесь, попробуем вас довести комфортно. Так, Ленина 6. Ну хорошо, хотя более-менее город знаю. Но не все, кстати, адреса. Особенно с дробями. Ну, а вот расскажите, вас как зовут? Меня зовут Мария. Мария, очень приятно. Меня Сергей зовут. Мария, а вот скажите, пожалуйста, как вот часто вам приходится воспользоваться именно услугами такси? Ну, такси любимое, я пользуюсь регулярно. Это, мне кажется, самое такое востребованное такси нашего города. Именно любимое, да? Да. Ну, а почему? Что там, водители, да, корректные? Ну, не знаю, очень нравится такси. Диспетчеры вежливые всегда. Всегда помогут, подскажут. И водители тоже пунктуальные, вежливые, общительные. Никогда не грубят. Везут с комфортом. Постараемся не осрамить, да? Даже в качестве эксперимента. Ну вот честно, конечно, я прошу прощения, но у меня волнение, даже мне проще было в прямой эфир выйти, да, чем вот вести, все равно какое-то волнение есть. Конечно, да, как будто на сцену вышел, ответственность, да, тут на сцену вышел. Вот тут
такой дополнительный груз ответственности на меня сразу упал. И как бы сделать так, чтобы из вас не разочаровать. Но если что, даже что-то вдруг, если вдруг пойдет не так, вы, пожалуйста, не обращайте внимания, это у нас эксперимент. Я вообще ведущий телепрограммы, это получается. А как вот в основном проходят вот поездки ваши, скажем, в такси, там как-то какие-то разговоры ведут же такси, наверное, да, таксисты? Ну, иногда бывает, конечно, очень общительные попадаются, которые рассказывают какие-то истории свои. Иногда, конечно, молчаливые, молча едем. Мне кажется, вообще, как бы, профессия таксиста, да, это должны обладать какими-то такими коммуникабельностью, да, прежде всего, чтобы находить общий язык, да, с людьми. И как энциклопедия ходячая, да, потому что раньше, я помню, всегда вот таксист это на любые вопросы знает, где что купить, где дешевле, где что там найти. У меня когда-то муж тоже работал в такси, и он всегда говорил, я все знаю, я же работаю в такси. Все, что в городе происходит, я все знаю. Энциклопедия, да. Как вам зима нынешняя суровая? И теперь весна, теперь... Зима очень морозная какая-то у нас выдалась. Очень рада весне. Очень уже хочется тепла, солнышка. Давно у нас таких морозов, по-моему, не было, как в этой зимой. В городе давно живете уже? Вообще в городе живу 3 года, а сама из Серебряного Бора. Там родилась и вот. О, да вы что, я же тоже Серебряного Бора. Ну, а то я думал экскурсию провести, чего еще заболтать. Ну, а я там в Серебряно-Борской области, здесь 79-го, с 80-го года я в Серборе жил. Еще в Нахаловке мы жили, внизу, когда еще Балки, да? Ой, еще помню, что такое, когда еще была Нахаловка, вагон, когда сколько там, я ты представляю, на этом участке, да, то, что поселок Серебряно-Борск, там жило, не знаю, сколько там, 1020, наверное, населения, да? Там все кишило людьми, такое движение было. Это еще повезло, друзья, что я примерно знаю адрес. А то бы был как в кино. А дорогу покажешь, да? Получается, вас подождать, да? Вы там, и обратно. Да. Как удачно, почти одним рейсом 2 поездки, да? Так, ну мы вас подождем. По регламенту 5 минут бесплатно. Я за 5 минут успею. Хорошо, ждем. Быстро вы, однако. Да. Так, все, можем. Осторожно. Ну, вроде пока справляюсь, да? Да, очень все хорошо. Спасибо. А то я переживал. Первый мой пассажир. Пропускаем пешеходов. Вообще в этом плане у нас город по части пешеходов очень дисциплинирован. Водителями, я имею в виду, всегда пропускают пешеходов. Потому что это, наверное, в одно время благодаря работе ГИБДД. Они как бы четко ввели правила и дали понять всем водителям, что приоритет всегда на стороне пешехода. Все правила дорожного движения написаны прежде всего для безопасности пешеходов. Поэтому мы должны соблюдать и пропускать. Так. Правильно же, да? Этот же дом. Да. Все. Так. Спасибо вам большое. Вы мой первый пассажир. Надеюсь на удачу, да? Такая симпатичная девушка. Ну что вы могли вкратце сказать? Справился я с задачей? Да, справились. Спасибо вам за комфортную поездку. Вам. Мне кажется, из вас получился бы хороший водитель такси. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот так вот, друзья. Понимаете? Нарабатываем балики. На себе испытал и понял одну простую истину.
что быть профессиональным таксистом это непросто. Это в высшей мере, в высшей степени ответственность. Я честно вам скажу, да, вот когда ехал на заявку, очень сильно волновался. И понимаю теперь для себя, в принципе, даже подтвердил те постулаты, что таксист должен обладать неимоверной коммуникабельностью, общительностью, пониманием, энциклопедическими знаниями того места, где он работает, того города, то есть в частности про Нерюнгри. Потому что всегда мы помним, у таксиста есть на любой вопрос ответ. Он знает, где что купить, куда заселить, где какая гостиница работает. И так как у нас получается 22 марта профессиональный праздник День такси, я хочу поздравить всех профессиональных таксистов с этим праздником. Сергей Козюра, испытано на себе такси. Испытано на себе.